Уважаемые радиослушатели, на время нашего разговора выключите свои мобильные телефоны. Видео и фотосъемка запрещена. Приятного вам прослушивания. Культурный разговор. В Казани 13 часов и 6 минут. Меня зовут Ильдар Аглиуллин. Я приветствую культурных радиослушателей «Эхо Москвы» в Казани. На дворе май, подходит к концу театральный сезон, и зрители постепенно мигрируют за черту города, поближе к родным грядкам. И у нас в Казани в первый летний месяц пройдет уже ставший традиционным фестиваль-форум, который называется «Наурус». Этот фестиваль, он в первую очередь, наверное, не для зрителей, а для самих театральных деятелей. Пройдет у нас с 13 по 17 июня. И поговорить об этом фестивале, об этом форуме мы пригласили нашего гостя. Это Нияз Игламов, заведующий литературной частью театра имени Галиаскара Камала. Добрый день, Нияз. Здравствуйте. Что это за фестиваль? Для чего он? Для кого он? Как он будет проходить? Что там интересного? Ну, это, как вы правильно сказали, ставший традиционным театрально-образовательный фестиваль-форум, который, значит, будет проходить по нескольким направлениям. Это действительно больше касается, конечно, профессионалов театральных, людей, которые связали свою жизнь с театром, но не только, поскольку у нас есть секция, например, творческая лаборатория по театральной критике, куда записалось очень много казанских, не только казанских журналистов. Есть, мы не отказываем, если как бы у нас есть квоты не исчерпаны, так называемые свободные художники, люди, которые занимаются театром, скажем так, в самодеятельном режиме, они тоже могут попасть. Конечно, мы отбираем, кого-то отсеиваем, кого-то, ну, как скажем, перенаправляем, если человек не очень понимает, чего он хочет вообще от форума. На самом деле, это такая, да, история, которая идет по направлениям актерская, театральная педагогика, актерское мастерство, режиссерское мастерство, теория режиссуры, сценография, музыкальный театр, детский театр, театр кукол и театральная критика. Кроме этого, у нас будет такая мощная программа мастер-классов, традиционные театрально-музыкальные формы народов России. Это, прежде всего, наш будет татарский народ представлен, мультиинструменталист Рустем Маликов покажет, значит, игру на курае, на других инструментах, свяжет это с корневыми татарскими мелодиями, с тем, как, значит, зарождалась протяжная песня у татар, у башкир. Уже хорошо известный казанцам Степанида Борисова выступит, значит, с программой мастер-класса по таюк. Тоже... Это что? Таюк – это традиционное пение не горловое якутское, это пение такая... глубоко философская, на самом деле, вещь. О чем вижу, о том пою. Это действительно некий экспромт, это некая импровизация на заданную тему. И на самом деле это, конечно, очень зрелищно. Я думаю, что многие, не только участники фестиваля форума, захотят ее услышать. Это будет последний день форума, 17 июня, в 4, кажется, часа. Там на сайте есть программа. Значит, можно посмотреть в 4 часа, по-моему. Она, значит, покажет свой мастер-класс, споет что-то, расскажет, как это все зарождалось. Это тоже древняя форма устного народного творчества, устного песенного. Это такая своего рода просодия, на самом деле трудно передаваемая. И из Хакасии Олег Чебадаев, он тоже мультиинструменталист, всеми хакасскими инструментами народными владеет и в совершенстве владеет методикой горлового пения. И это, в общем-то, то, что такая, ну, в большей степени зрелищная часть программы. Ну и кроме этого у нас будет хедлайнер, разумеется, форума фестиваля, Национальный театр венгерский из Будапешта, которым руководит сейчас Аттила Виднянский, ну, самый мощный, самый известный режиссер, ну, не только Венгрия, как сейчас говорят, раньше говорили Восточная Европа, сейчас говорят Центральная Европа. Вот, в Центральной Европе, в Будапеште, в Венгрии, ее очень хорошо знают в Польше, в других странах, в Германии, где он ставил. Вот он уже 3-й или 4-й год руководит этим театром. И пару лет назад мы были там со спектаклем «Однажды летним днем» на их фестивале международном. Сейчас вот они к нам приезжают со спектаклем «Бич Божий», который можно будет увидеть 13 и 14 июня на нашей сцене. Вот. Билеты пока еще есть, но они уже кончаются. Это, в принципе, то, что простой рядовой казанец, скажем так, не связанный с театром профессионально, а любитель театра может посмотреть. Ну, действительно, это, конечно, спектакль об Аттиле, спектакль, поскольку его самого зовут Аттила Виднянский. И, кроме того, у них очень любопытно, венгерское общество культурное
мирно достаточно, но разделилась на два лагеря. Одни считают, что венгры – это все-таки тюркоязычный народ, который принял католичество, там наслоения всякие культурные. Есть люди, которые считают, что это все-таки финно-угорский народ, и правда есть за теми и за другими, в общем-то, это достаточно любопытно. Но Казань, вообще Республика Татарстан и культурное партнерство, культурная дружба между нашими, скажем так, между Венгрией и Татарстаном, мне кажется, это очень, во всяком случае, театральные связи, это очень их интересует, да и нас тоже, потому что, в общем-то, действительно, это уникальный театр. Просто надо увидеть, посмотреть, понять, что это такое. Вот. Напомню, мы работаем в прямом эфире. 511-99-11 – это наш телефон, 987-282-282 – это наш номер для ваших текстовых сообщений в WhatsApp. У меня в гостях Нияз Игламов, это заведующий литературной частью театра имени Галиаскара Камала. Говорим мы о фестивале «Наурус», который пройдет у нас в следующем месяце с 13 по 17 июня. Да. Да, ну и надо сказать, что в остальные дни форума будут показаны наши самые такие актуальные постановки последних 2 лет. Это будет показан 15 числа «Дон Жуан», 16 «Меня зовут Красный» Орхана Памука и 17 «Хаджа Насреддин». Все эти спектакли уже обрели некую фестивальную историю и позиционируют наш театр так с разных сторон. Вот. И надо сказать, что да, театр Камал, заведующий литературной частью, потому что действительно театр Камала проводит этот форум, проводит он его благодаря Министерству культуры Республики Татарстан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союз театральных деятелей Республики Татарстан при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации. Вот. И организатор наш театр, естественно, да, уже. Это такое детище, выросшее из недр фестиваля «Наурус», там, где мы показываем спектакли, куда мы зовем всех казанцев, гостей столицы. И этот фестиваль сейчас очень высоко котируется у нас в стране и за рубежом. То есть вот с 2009 года, когда мы пришли, делали с нынешним директором, тогда он был замдиректора Эльфиром Якуповым, при активной помощи тогдашнего нашего директора, покойного Шамиля Зенуровича и Фарида Равкача, нашего художественного руководителя, мы немножко переформатировали наш фестиваль. Стали его делать раз в 2 года, до этого раз в 4 года. Чередовать таким образом. И стали чередовать, потому что очень много людей просили мастер-классы, мы попытались что-то сделать, но поняли, что это все неосуществимо в параметрах одного процесса, одного мероприятия. Все-таки фестиваль с обсуждением спектаклей, с показом спектаклей по 5-6 спектаклей в день на разных площадках, а то и больше, с драматической формой, музыкальной формой, театром кукол, с спектаклями, исполняющимися на открытой площадке, open-airными спектаклями. Это все неосуществимо, если сюда еще прибавить мастер-класс. То есть это надо... Можно было бы, если бы у нас был бюджет какого-нибудь, например, Платоновского фестиваля в Воронеже или каких-то более таких богатых фестивалей. Но чем богаты, тем и рады, зато мы каждый год встречаемся, имеем возможность что-то показать, кого-то привести, и это тоже, я считаю, не только неплохо, но это какая-то уникальная форма, уникальная цикличность. Подобного нашему фестивалю нет на свете больше. Это уже все говорят, что вот такой как бы фестиваль, переходящий в форум образовательный, такой системы пока ни у кого нет, но уже нашу систему перенимают. Начали распространять. Да, абсолютно, да, начали перенимать наш опыт. Действительно, потому что, вот смотрите, прошлый наш форум 2014 года был посвящен ритуалу как основе театрального действия, потому что все театры, все театральные истории когда-то выросли из ритуала, то есть и древнегреческий театр из элевсинских мистерий, и древнеиндийский театр, и древнекитайский театр, и японский древний театр, и даже русский театр, да, он тоже вырос в каком-то смысле, ну, из пищевого действия, из ритуальных каких-то вещей, из мистерий. Мистерии вообще очень важны, католический театр, весь театр католической Европы. И мы посмотрели, действительно, этот форум дал толчок для многих постановок, то есть люди к своим собственным ритуалам обратились, например, в частности, в театре Гафури в Башкирском Айрат Абушахманов благодаря именно форуму, благодаря Казани поставил свой спектакль «Черноликий», который на следующий год показал в 2015 году, и который был взят в конкурсную программу «Золотой маски» и завоевал там один из призов, то есть приз за лучший костюм, художник по костюму получил Альберт Нестеров. То есть всему виной Наурус. То есть Наурус дает такой толчок к развитию. Наурус дает абсолютный толчок к развитию. Сегодня на постсоветском пространстве это самый крутой фестиваль этнического театра.
То есть это абсолютно без желания как-то себя попиарить, пропиарить. Это абсолютно как бы объективная реальность. И действительно, вот есть еще фестиваль очень, мне кажущийся интересным, Маяту финно-угорский, который сейчас прочно закрепился на земле Марийской, в Иш-Короле. Вот, пожалуй, Туганлак проводится раз там в 6 или раз в 10 лет. О нем уже все забыли. Этого фестиваля, можно сказать, что уже и нет. Потому что о нем не помнят, о нем не говорят. Он не является знаковым событием. К большому сожалению. Я это говорю без какой-то... Потому что у нас театр, у нас не спорт, у нас нет вот такого соперничества. Да. Чем лучше в одном... Знаете, мы все одной кровеносной системой связаны, повязаны. И если в Уфе где-то вспышка театральная, она непременно на нас отразится. Или наоборот. И если где-то фестиваль хороший есть, такой вот этнический, такой вот посвященный многообразию, многоэтническому, многоконфессиональному разнообразию Российской Федерации, постсоветского пространства, почему нет? Почему это не поддержать? Почему этому не радоваться? Но, к сожалению, мало таких, мало вообще, а с Наурузом сравнимых пока что нет тоже. Угу. Вот вы сказали, что в 2014 году форум был посвящен именно, получается, мистерии, какому-то обряду. А в этом году будет какая-то вот... Да, театральная педагогика. Наш партнер, давний друг Юрий Альшиц, основатель компании «Акцент» германской. Ну, сейчас он наш бывший соотечественник, ученик Анатолия Васильева знаменитый. Значит, он сейчас живет в Германии, в основном, в Берлине. Он предложил как тему театральная педагогика, то есть передача знаний, процесс передачи знаний в любой отрасли театральной профессии, да, в любой области театрального знания, все равно происходит процесс передачи знания от учителя к ученику. И вот здесь очень большие проблемы сейчас, не только в нашей стране, за рубежом тоже. Вообще, мне кажется, мировое образование сегодня, система образования, во всяком случае, в сфере культуры, в сфере искусства, в сфере театра, она переживает сегодня такой кризис, испытывает ряд вызовов цивилизационных, вызовов эпохи, вызовов вот конкретного сегодняшнего времени гаджетов, времени короткой строки, времени огромного потока информации. И как учить студентов, да, то есть, понимаете, например, тоже наша профессия, да, театральных критиков, как учить? Они учатся, мы там учились, когда и сейчас также учатся в вузах, писать длиннющие рецензии в процессе семинаров. Которых не будет никто читать. Нет, их читают в рамках семинара, педагог, сокурсники, да, они обсуждаются. Это все как бы важно, но, с другой стороны, они приходят потом, закончив вуз, и начинают писать в газеты и журналы, им говорят, ребята, куда столько? Все, 6 тысяч знаков, 3 тысячи знаков, 10 тысяч максимум. И ты встраиваешься в этот формат, ты пытаешься писать короче, ты пытаешься писать... А если ты пишешь коротко, в этом тоже есть свой плюс, на мой взгляд, потому что про минусы все всегда скажут. Все любят эпоху свое время ругать. А я скажу о плюсе. Ты концентрируешь какой-то действительно очень важный месседж для своего читателя. И ты имеешь возможность четко высказаться. Даже, скажем, в одном абзаце ты должен, если у тебя вот один абзац, тебе дают один абзац в каком-то издании, ты должен что-то о конкретном спектакле или о конкретном фестивале, или о конкретной театральной истории рассказать. Не можешь, значит, тебя плохо учили. А учили хорошо, просто учили академично, просто многие не могут. Поэтому процент людей, которые не работают по профессии, в нашей области чрезвычайно велик. Поскольку это действительно огромный спектр, широчайший спектр гуманитарных знаний, я не знаю ни одной другой профессии, которая бы имела такую широту, скажем, преподаваемых знаний и так развивала бы эрудицию, как театроведение. С другой стороны, очень мало кто работает действительно по профессии. Мало кто работает. Но это проблема довольно это проблема, многих это только, сфер. Да, это других сфер. В режиссуре то же самое. То же самое в режиссуре, в которой... Вы понимаете, сейчас все равно мы хотим, не хотим. Существует такая вещь, как постдраматический театр. И где, скажем, драматический конфликт не является той важнейшей компонентой театрального действия и разбора пьесы режиссером, соответственно. То же самое актерское существование. Уже сейчас как бы стыдно, когда актеры там что-то там мумят, как они понимают психологический театр, жить, актер и жил, актер не играл, и играл, и жил на сцене, проживал жизнь. Как это проживать жизнь персонажа? Это же первейший путь к шизофрении, это на самом деле серьезная проблема, если ты не можешь выстроить дистанции, правильную дистанцию между собой и персонажем.
этому сегодня учат редчайшие педагоги, честное слово. И поэтому не случайно к нам приезжает Сергей Васильевич Женовач, который является действующим, во-первых, педагогом, заведующим кафедрой режиссуры ГИТИСа, и, с другой стороны, успешно руководит своим собственным театром. И это там тоже очень большие проблемы, и он с нами поделится своим видением ситуации. Это все очень такие моменты. Поэтому, действительно, театральная педагогика сегодня испытывает кризисы. Но я надеюсь, что это такие положительные кризисы, с которого получает какие-то вызовы, да, и я думаю, что такой положительный кризис, из которого сумеет выйти достойно театральное искусство. Но как бы то ни было, без этого невозможно. Процесс передачи знаний должен в 21 веке все равно отвечать потребностям, запросам 21 века, а не 19-го. А у нас, к сожалению, до сих пор где-то начало 20 века, система Станиславского, которую я, например, очень высоко ценю и понимаю, что это величайший, может быть, кодекс каких-то действительно подлинных знаний о театре, но которые в основном педагоги понимают очень узко, крайне узко. Это тоже большая проблема. Проблема того, кто преподает сегодня в вузах, кто преподает в театральных училищах. Как низко сейчас опускается планка, поскольку действующий актер, активно задействованный в репертуаре, талантливый действительно актер или режиссер, у них, как правило, очень мало времени для педагогики. И в педагогику, театральную педагогику идут люди... Те, кто не ставят сами? На самом деле, это сбитые летчики, сплошь и рядом. За редким исключением, опять-таки, за редчайшими исключениями. Ну и вообще про педагогику так говорят, те, кто не смогли найти себя в своей отрасли, идут преподавать. Ну, не всегда, нет. Вы знаете, есть... Сейчас, кстати, очень много такого рода образовательных программ, не таких масштабных, не таких великих, как наш форум «Наурус», который, может быть, даже в каком-то смысле значительнее, чем сам фестиваль. Сейчас это уже как бы... тут как бы они взаимосвязаны, поэтому я так не делю, но достаточно любопытно... довольно много семинаров проводится. То есть за 5-дневный семинар ты не получишь каких-то базовых фундаментальных знаний. И в систему твои знания не выстроится. Но произойдет так называемый брейнсторминг, да, то есть мозговой штурм. И в ситуации стресса, в ситуации, когда ты в течение 5 дней массу какой-то информации на тебя обрушат, ты на самом деле сумеешь выплыть, ты потом получишь какие-то пути к добыванию информации. У тебя произойдет перезагрузка. Как очень здорово, эта перезагрузка произошла, например, с нашим главным художником Сергеем Скомороховым. Мы ездили с ним несколько лет назад в Москву, Центр Мирхольда совместно с «Золотой маской», с Институтом театра «Золотой маски» проводил, такой небольшой 3-дневный семинар по взаимодействию дизайнеров и театральных деятелей. Потому что этих связей нет. То есть люди говорят, у вас там фиговый дизайн, у вас там афиши, как в 19-м, в 20 веке, вы совершенно не следите своим интерфейсом, смотрите, что у вас сайт, откуда эти бархатные шторки, что же это за золотые буквы, что это вообще за логистика, что это вообще за шрифты, а встреч между театральными дизайнерами нет, потому что мы общались с 6 молодыми дизайнерами, из них 5 не ходят в театр вообще. Нет коммуникаций. И этот семинар, это, с одной стороны, была такая коммуникация, попытка выстроить мосты между театральными деятелями и дизайнерами. Для них это тоже являлось открытием. Они не понимали, что о многих вещах мы думаем одинаково, просто по-разному. То есть, как у некоторых задачек есть несколько вариантов решения, да? Мы идем к той же самой цели, но решая по-другому. И когда мы это поняли, возникло очень много совместных проектов, в частности, тот ребрендинг, который сейчас проходит наш театр, который состоялся уже, который некоторые, конечно, ругают. Всегда кто-то ругает. Всегда ругает новое. Правда, люди же привыкли, люди знающие, люди, в общем-то, у которых вкус более-менее развит, люди современные, они, конечно, понимают, как выиграл наш театр, как выигрывает, продолжает выигрывать. Еще пару лет, для всех это, и все перестанут вообще обращаться в прошлое и говорить, как раньше было. Потому что все равно человек существо такое, он живет настоящим. И ты смотришь сегодня на афиши 20-х годов, 40-х, думаешь, как круто было. Этот поезд уже ушел. Этот поезд ушел, это часть истории, и когда-нибудь мы все станем частью истории. Или не станем, или станем частью хаоса, космоса.
Вот, поэтому вот такого рода. Понятно, что за 5 дней нашего форума мы не сможем дать фундаментальных знаний. Но еще раз я говорю, это не проблема, это функция, это миссия перезагрузки мозгов театральных людей. Тем более людей, которые, например, хорошо, мы живем в Казани. Мы национальный театр, мы национальная театральная культура. Я сейчас имею в виду не только театр Камала, но вообще вот все наши театры татарские. Мы живем в центре России. Господи, нам одна ночь до Москвы. Поехал, посмотрел там то, что тебе интересно. У нас там сутки до Петербурга, да? С другой стороны, у нас тут тоже ночь до Екатеринбурга, да, там, или ночь до Перми, театральных таких столиц. А представьте себе, например, хакасов, которые живут там в достаточно серьезной изоляции, или алтайцев, у которых рядом самый близкий театр города Бийска. Но я бы не сказал, что это тот театральный опыт, который обязательно важен и нужен. То есть, понимаете, все зависит. Или, например, тувинцы, они больше ориентированы, например, на театральную культуру Монголии, Бурятии, ну, то есть Китая, Монголии, им это ближе. А вот тут мы их приглашаем, тут они приезжают. В общем, понимаете, это все дает очень мощный толчок. А потом эти люди разъезжаются по своим родным театрам, и там уже что-то... Нет, все равно происходит, что-то происходит. Уже, понимаете, когда я начинал заниматься национальным театром в России, там, 10 с лишним, там, 12 лет назад, когда я начинал, только все... было очень такое состояние, было дикое отставание от того, что происходило на лучших площадках там, Москвы и Петербурга, от того, что мы видели там на фестивалях Наурус, Туган-Лык и ряде других. Сегодня уже можно точно сказать, что национальные театры России, ну, большинство, театры-лидеры, они очень вклинились, не теряя своей индивидуальности, не теряя своей какой-то национальной идентичности, они, тем не менее, вклинились в общероссийский театральный процесс. И сегодня это уже как бы факт свершившийся. Дальше надо понимать, что с этим делать, как дальше развиваться. Опять-таки, чтобы исполнить свою миссию, быть глубоко национальным по духу, по мысли и при этом современным по форме, по темам, по тематике. В общем, работа еще не початый край, но я вижу, что, в общем-то, несмотря на то, что мало что меня радует в нашей стране, сама театральная жизнь, я сейчас говорю широко, не только в национальных театрах, театральная жизнь меня радует, и вообще культура – это единственное, собственно, что искупает многие нелепости, многие трагические случайности, неудачности нашего Отечества. Ну что ж, время нашего эфира так потихоньку подошло к концу, осталась у нас минутка, давайте подытожим. С 13 по 17 будет проходить фестиваль «Наурус». Что-то можно будет посмотреть и обычному рядовому зрителю. Да, но прежде всего вот венгерские спектакли. Венгерский спектакль, который будет и 13-14 в 2 вечера играться. То есть это один спектакль будет играться 2 раза. 2 раза. Да. Угу. Ну, смотрите на сайте Камаловского театра, там есть раздел специальный для Науруза, да, и там можно посмотреть и программу. За и новостями в социальных сетях, да? То же самое, да. Ладно, успехов вам в вашем нелегком деле продвижения театрального искусства. Спасибо. Встретимся уже в новом сезоне. Всего доброго. Всего, да. До свидания.